14 сентября в Самарканде в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества было подписано соглашение о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот проект сыграет важную роль в улучшении региональных транспортных коридоров и обеспечит легкий доступ к рынкам Юго-Восточной Азии и Европы. Кроме того, в то время, когда в ЕС сохраняются препятствия, тормозящий принцип 4 свобод, это откроет путь для улучшения торговых отношений между регионами. Ученые американского центра Вильсона опубликовали результаты исследования эффективности экономических санкций. Кыргызское IT-сообщество стремится завоевать американский рынок. Для совместной работы в этой области Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан впервые провели мероприятие совместно с американскими IT-гигантами. Об этих и других новостях мы расскажем в ближайшие полчаса в программе «Капитал». На прошлой неделе в мировом экономическом аналитическом сообществе велись дебаты о значении санкций и их эффективности. Тем более, что с тех пор, как Россия напала на Украину, мировое сообщество ввело в отношении санкций, включающие в себя масштабные ограничения финансовой системы России, деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики, а также закрытие воздушного пространства и морских портов. Персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей и в некоторых случаях членов их семей. Но война не прекращается уже 7 месяцев. На данный момент по количеству наложенных на Россию санкций она обогнала Северную Корею и Иран. Также остановлен проект «Северный поток-2». По результатам исследования группы экономистов-международников эффективность санкций достигала от 25% до 43% в разное историческое время, но не шла выше, а главное, они не могли быть действенным инструментом против политических режимов. Таково мнение профессора университета Дьюка Брюса Джентельсона. Есть два главных вопроса. Первое – это как мы будем измерять эффективность санкций. Второе – какие главные факторы. Если говорить по первому вопросу, санкции чаще всего дают экономические результаты. Но это совсем не означает, что они приводят к изменениям в политике. Например, взять ту же самую Кубу. 60 лет под санкциями. Да, экономика пострадала сильно, но режим остался тот же. На Северную Корею за последние 30 лет США и ООН ввели много санкций, но они продолжают разрабатывать ядерное оружие. Это можно сравнить с нашими военными силами. Когда мы входили в Ирак и Афганистан, у нас армия была сильной, но результат, как мы все видим, не привел к успеху. Вот вопрос как раз таки в том, как эти экономические результаты конвертировать в политические. Второе – это когда идет речь о санкциях по демократии и правам человека. Там остается этический вопрос. В большинстве случаев мы вводим эти санкции, чтобы поддержать права человека и демократию, и показать всему миру, что это и есть наши принципы, и мы это поддерживаем. Но в большинстве случаев в результате политические режимы просто самоизолируются, а люди, которых мы хотели защитить, страдают из-за этих санкций. Поэтому даже если мы считаем, что мы все делаем правильно, нельзя забывать, что там есть фундаментальные этические вопросы. И нельзя забывать, ради кого и чего это делаем. Например, если взять ту же Мьянму, конечно, то, что там произошло, военный переворот, это плохо. Они убивают людей, они их держат в неволе. Но санкции, которые ввелись против них, повлияли плохо на людей, нежели на режим. Поэтому прежде чем вводить санкции, надо хорошенько подумать. А если отвечать на вопрос, что надо делать, чтобы санкции работали, то для успеха должны быть два фактора. Первое – это многосторонняя поддержка. Это один из видов стратегии, когда мы превращаем наших бенефициаров в своих альтернативных партнеров. Ну и, конечно, от них можно и отказаться. Но все-таки поддержка людей работает лучше. Второе, никогда не стоит забывать, что санкции дают только частичный результат. Никто не готов просто так сдаться. Насколько бы ни были тяжелые санкции против Путина, он не откажется от войны. Или когда велись разговоры по уничтожению апартеидского режима в Южной Африке, санкции не имели влияния также. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров не присутствовал на встрече лидеров стран СНГ, состоявшейся 7 октября, или на юбилей Владимира Путина. Это связано с тем, что буквально после нападения Таджикистана на границу Кыргызстана президент Российской Федерации награждает президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Пресс-секретарь МИДа Кыргызской Республики Чингиз Кустебаев заявил, что получение Рахмоном такой награды вызывает удивление. Кроме того, Кыргызстан отказался принимать участие в военной подготовке ОДКБ. Награда нашла своего виновника.
Помнится, президента Таджикистана уже награждали в прошлом году за развитие дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между государствами сразу после апрельской вооруженной агрессии против Кыргызстана. А вот и очередное награждение Орденом России за заслуги перед Отечеством третьей степени, а так еще и в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Интересно, о какой региональной безопасности можно говорить, когда из года в год действия руководства Таджикистана в регионе подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии, в то время как на кыргызской земле до сих пор не остыла кровь невинных жертв, матери до сих пор оплакивают своих детей, мирные жители возвращаются в свои разрушенные дома, это награждение вызывает обоснованное недоумение. Юбилей юбилеем, но факты остаются фактами, а этот шаг явно не соответствует тому, что мы видим на кыргызско-таджикской госгранице. Следует отметить, что наступление таджикской стороны началось в тот момент, когда было подписано строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан в Самарканде. Указанная железнодорожная линия является проектом, созданным для соединения китайских железных дорог с Узбекистаном и далее с европейской железнодорожной системой через Афганистан, Иран и Турцию. Проект обсуждался с 2000-х годов, по разным политическим и другим причинам так и не был реализован. Железнодорожная магистраль Китай-Кыргызстан-Узбекистан – это проект, который объединит ветви с Китаем через Узбекистан, Афганистан, Иран и Турцию, железные дороги Европы. Магистраль возьмет начало с города Кашгара в Китае и далее по Кыргызстану рассматривают два варианта. Северный маршрут Торугард, долина Арпа, расположенная в системе гор Фергана, и через Карасуйский район в город Андижан, Узбекистана. А южный маршрут проходит через Эркичтам, Сарыташ, Ош и доходит до территории Узбекистана. Ранее северный маршрут был отклонен китайским правительством. Длина железной дороги в Кыргызстане составит примерно 268,4 километров, а в Китае 165 километров. Дорога сократит расстояние транспортных коридоров на 900 километров и позволит странам Центральной Азии найти выходы к морским путям. По предварительным подсчетам, прибыль с транзита через Кыргызстан будет составлять $200 миллионов в год. Что касается расходов, изначально сумма составляла $1 миллиард 340 миллионов, но на сегодня сумма выросла до 5 миллиардов. Ожидается, что расходы возьмет на себя Китай. Это важное решение, особенно когда в рамках ЕС продолжают сохраняться препятствия, тормозящие принцип 4 свобод. По словам заместителя министра экономики Кыргызской республики Вероники Исаевой, в реестре сохраняется 48 препятствий, 12 барьеров и 36 ограничений. Железная дорога, она вообще объявлена под маркой Шанхай-Хельсинки, то есть, условно говоря, она будет соединять самые юго-восточные точки, порты с самыми северо-западными точками на нашем самом большом на планете Земля континенте. И поэтому в него вовлечен весь мир и особенно все страны нашего континента. И крупнейшие экономики Северной Европы, и крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии, включая Китай. И быть вовлеченным в этот проект – это большая возможность для кыргызской экономики. Мы должны понимать, что это для нас еще и независимость и суверенитет торговых отношений, экономических отношений, потому что во времена СССР мы были очень закрытой, изолированной зоной, и все дороги вели только в Москву. Сегодня есть возможность железную дорогу, которая шла только в Москву, наконец-то соединить через Китай с южными портами. Конечно же, это будет стимулировать развитие и автомобильных дорог, поскольку автомобильные дороги, они где-то как-то радиально будут востребованы для железной дороги и железнодорожных станций, вокзалов. И поэтому автомобильные наши дороги, которые мало развиты и в южную сторону имеют плохие удобства и трудный доступ, они тоже могут получить развитие. Но я очень надеюсь, что у нас хватит ума, и страна будет развивать и воздушные пути обязательно, потому что воздушные пути перевозят товары меньшего веса, меньшего количества, но зато с большей добавленной стоимостью. Это более дорогие товары. И надо не упускать это из виду и делать ставку на развитие воздушных путей, воздушной торговли, воздушных портов. На сегодняшний день торговым путем и
может быть, даже все более превосходящей и лучшей коммуникацией является торговля через интернет. И поэтому надо позаботиться о том, чтобы наши коммуникации, интернет-коммуникации тоже не зависели только от одной и двух сторон, а чтобы они были максимально диверсифицированы. Если наука и технологии позволят, предлагаемые в недалеком будущем возможность соединения к интернету через космос, напрямую через небо, это даст нам новую возможность, и мы должны быть к этому открыты, готовы, и мы должны проявить большое старание. И да, и вместе со всеми этими выгодами нам надо не быть наивными, и обязательно надо быть бдительными, поскольку всегда у медали есть обратная сторона. И на сегодняшний день торговым путем и, может быть, даже все более превосходящей и лучшей коммуникацией является торговля через интернет. И поэтому надо позаботиться о том, чтобы наши коммуникации, интернет-коммуникации тоже не зависели только от одной и двух сторон, а чтобы они были максимально диверсифицированы. Если наука и технологии позволят, предлагаемые в недалеком будущем возможность соединения к интернету через космос, напрямую через небо, это даст нам новую возможность, и мы должны быть к этому открыты, готовы, и мы должны проявить большое старание. И да, и вместе со всеми этими выгодами нам надо не быть наивными, и обязательно надо быть бдительными, поскольку всегда у медали есть обратная сторона. И нельзя увлекаться наивно только пропагандой выгод. Надо всегда видеть возможные угрозы или негативные факторы и изучать международный опыт и держать их в уме обязательно. Я обращу внимание как минимум на 4 блока рисков или негативных последствий, которые могут быть, и они исходят из международного опыта и из нашего горького опыта тоже. Самый первый риск – это оказаться в долгу. Если этот проект курирует в основном Китай и финансирует, кредитует Китай, то может так случиться, что, как некоторые наши страны в Африке, в Южной Азии и наш сосед Таджикистан, что проворовавшись или не вылезший из долгов, этот проект, который будет на нашей земле, должен принадлежать нашей стране, может оказаться, что если экономика не выплатит этот долг, он может перейти в собственность Китаю. И так произошло с портом в Южной Азии, когда не смогли возвратить долг, а порт потом перешел в собственность Китаю, а порт это всегда предполагается и земля, и территория, и получается, что какая-то очень большая часть суши этой южной страны стала собственностью, фактически становится собственностью Китая. То же самое произошло в Таджикистане, когда реализованный проект Таджикистан не смог выплатить, и этот проект стал собственностью Китая, и Китай стал свой проект защищать с помощью своих вооруженных охранников, а вооруженная охрана, она мало отличается от армии, и в конечном итоге фактически это выглядит как территория, которая уже де-факто принадлежит и не Таджикистану, а больше имеет зависимость от воли, политической и экономической воли Китая. Вторая опасность – непрозрачность и неподотчетность во время реализации этого проекта может привести к тому, что долги для населения будут расти, а большие деньги могут стимулировать алчность больших коррупционеров, и воры в галстуках и в белых рубашках могут нажиться, но при этом оставить в долгах бюджет страны и население. И третья опасность –
это опасность, что для большого предприятия, для большого проекта, для большого финансирования чаще всего донор пытается вовлекать свои предприятия. И сможем ли мы здесь отстоять в договоре возможности для того, чтобы максимально вовлекались местные предприятия, кыргызские предприятия, чтобы они тоже могли получить стимул роста через этот проект, а не только зависеть полностью от одной стороны, и чтобы не работали только китайские предприятия. И для этого роста кыргызские предприятия должны входить в коллаборацию с лучшими предприятиями Европы, Америки, Японии, Южной Кореи, для того, чтобы иметь конкурентоспособность и не зависеть только от монополии одной стороны, а диверсифицировать эту зависимость и дать возможность роста своим малым, средним и даже крупным предприятиям. Последняя, не последняя, а на этот раз упоминаемая угроза, риск, опасность – это привлечение рабочих. У нас уже был горький опыт, когда на некоторые проекты кыргызская сторона не смогла отстоять нужную разумную квоту для своих рабочих. И реализовывали проект, например, при строительстве дорог, был скандал, было какое-то обсуждение, что чрезмерное количество только китайских рабочих было вовлечено, и недостаточно было создано рабочих мест для местного населения. Так вот, проект железной дороги, он, конечно же, востребует большое количество рабочих мест. И нельзя здесь на этапе заключения договора, на этапе реализации, нельзя сделать так, чтобы полностью только китайская сторона привлекала рабочих. Надо, чтобы кыргызская сторона имела свою достойную, высокую по международному опыту квоту, и чтобы при реализации местное население могло получить эти рабочие места, могло получить эти доходы. Может быть, это будет возможность остановить неразумный отток рабочей миграции в Россию. Он и так останавливается, но есть возможность возвращать на достойное рабочее место для достойного заработка и таким образом балансировать нашу демографическую ситуацию, которая сейчас очень опасная, и миграционную, в смысле трудовой миграции, с негативными социальными последствиями. Этот проект может дать нам возможность сбалансировать и обеспечивать собственное население каким-то трудом и достойным будущим. Строительство дорог в обход России и использование транспортных коридоров – один из вопросов повестки Дня Центральной Азии. Сегодня Китай и Казахстан активно используют средний коридор или транскаспийский коридор в обход России. В настоящее время общий товарооборот между странами Центральной Азии в 2020 году составляет более 12 миллиардов долларов, а общий внешнеторговый оборот региона – 145,5 миллиардов долларов. Это означает, что на внутрирегиональную торговлю приходится лишь 8,4% внешней торговли. Однако текущие геополитические события в регионе являются поводом для укрепления этого сотрудничества. Об этом говорит бизнесмен Марат Джамбаев. Каждая страна Центральной Азии сейчас определяет свою роль и находится в процессе самоидентификации. И все сейчас стоят перед выбором либо Российская Федерация, либо Украина. Сейчас происходят спонтанные импульсивные изменения. До этого все всегда было под влиянием России, а сейчас влияние России снизилось, так как она занята войной. В каждой стране Центральной Азии появилась определенная свобода. Прошел саммит лидеров стран Центральной Азии в Чолпон-Ате. Там была свободная повестка. И мне кажется, и насколько мне известно, это было в первый раз, когда лидеры Центральной Азии решали свою судьбу сами. Самостоятельно подписывали какие-то договора. Да, вначале говорилось, что все 5 стран подпишут, но даже то, что подписали Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан – это тоже успех. Независимые страны Центральной Азии начали отношения в новом формате. Я замечаю, что идет новый формат сотрудничества. Бажы биримдиги, Бажы союзу
Во-первых, Таможенный союз – это организация совсем с другими ценностями и философией. Организация строилась на интересах России, а мы присоединились, так как у нас не было выхода. В Центральной Азии есть возможность создавать такие же организации, как Евросоюз или Шенген-зона. Но она не должна спускаться сверху, она должна начинаться снизу. Что это означает? Это означает, что в приграничных регионах должны быть фасилитаторами местные лидеры сообщества. У нас были приграничные конфликты, смерти на границах. Откуда это происходит? От недопонимания. Там никогда не происходила работа с населением. Мне кажется, если страны Центральной Азии сейчас будут проводить подготовительные работы, снизу вверх можно реализовать пилотные проекты сначала в приграничных районах, потом уже на уровне областей, потом на уровне республики, то можно построить крепкий союз. Например, тот же самый Евросоюз, который начал создаваться после Второй мировой войны в 60-х годах, а полноценно начала работать после 2000 года. Толыққанды болып 2000 жылдан кейін істеп баштады. Регионалдық қызматташыны, регионалдық ұйымдарды эмне себептен... Почему региональное сотрудничество и региональные организации очень важны и нужны? Причина в том, что конкуренция по всему миру, и мы как маленькая страна проиграем в этой конкуренции. А если мы начнем сначала сотрудничать с соседями, поймем, какая у них роль, какие минусы и плюсы у каждой страны, то на мировом рынке роль региона поднимется. Если смотреть с экономической точки зрения, потенциал Центральноазиатского региона очень большой. Это регион с 80 миллионов населения. Туристов, которые приезжают сюда, привлекает, например, в Кыргызстане природа, в Узбекистане история, в Казахстане тоже история и природа. И если границы будут открытыми и туристы могут ездить свободно, это было бы большим плюсом. Например, Узбекистан более традиционная страна с большой территорией и направлена на производство, а мы можем стать сервисоориентированным хабом. Либо туризм, либо образование, либо культура, либо услуги банка. Вот так мы могли бы найти свою роль. Мне кажется, если бы мы правильно определили свои позиции, было бы легко дальше развиваться. Ошондо биз көп убакыт курат коебуз да, өнүгүүдө тез келмейт да. Эки катмарга бөлүшүбүз керек да. В первую очередь необходимо разделить на два направления. Первое – это B2B, бизнес-to-бизнес. Мне кажется, в региональном уровне сотрудничество идет очень хорошо. Например, наши бизнесмены работают с бизнесом из Узбекистана или Казахстана. Для этого нету барьеров. Это легко. Но государство не должно забывать о своих функциях, определять правила игры. Например, сейчас между Ташкентом и Алматой начал ездить скоростной поезд. Это тоже улучшит сотрудничество. Если бы были такие большие инфраструктурные проекты между Бишкеком и Алматой, если бы такие проекты реализовывались с государствами и создавались такие условия. Кызматташууну жакшыртат, менимче. Ишкерлерге, бизнеске, экономикага. Нельзя создавать ненужные барьеры для предпринимателей, бизнеса и экономики. Надо давать свободу. Как только будет экономическая свобода и понятные прозрачные правила игры, тогда деньги, капитал и инвестиции сами найдут дорогу. Но на политическом уровне должно быть доверие между этими странами. А вот эти милитаристские амбиции не приведут ни к чему хорошему. Мы за 20 лет старались развивать парламентскую демократию. Сейчас ушли в президентскую систему, а соседние страны, наоборот, из президентской формы правления уходят в парламентаризм. Это интересный политический процесс. Кыргызстан совместно с IT-сообществом Казахстана и Узбекистана завоевывает американский рынок. 13 сентября 2022 года в Корнельском университете в Нью-Йорке, США, состоялся Центрально-азиатский IT-форум Central Asia is the Next IT Destination. В этом форуме приняли участие IT-компании и стартапы из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Им была предоставлена возможность встретиться с мировыми технологическими гигантами и показать IT-потенциал региона. Как сообщили организаторы, данное событие направлено на развитие быстрорастущего IT-сектора Центральной Азии, защиту и продвижение Центральной Азии как новой IT-дестинации, развитие человеческих ресурсов, создание новых и укрепление давних партнерских отношений, активизацию обмена опытом с лучшими игроками американского IT-сектора. Едет большая делегация на государственном уровне, на уровне IT-парков. И еще не было такого, чтобы объединились и ехал сам бизнес. А когда едет уже бизнес, это уже совсем другое
другой формат, уже другой вид сотрудничества, и это уже превращается в долгосрочное сотрудничество, в проекты, в инвестиции и приток иностранного капитала. И Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан понимают, что как отдельная страна, как менять свой имидж, мировой имидж, это очень сложно будет. Поэтому мы решили объединить усилия, объединиться как Центральная Азия и выходить уже на мир. У нас есть 5 приоритетных стран. Это США, Корея, Япония, Германия и арабские страны. В арабских странах именно Дубай, Эмираты. И мы должны получить признание. Это у нас проект где-то на лет 10, наверное. Если получим признание в Кремниевой долине, именно в США, то во всех странах приоритетных, о которых я сказала, там уже будет намного легче, потому что уже есть признание в самом центре. И мы очень старались, и очень много кто нас поддержал на самом деле. Большое спасибо USAID и посольству США в Кыргызстане, также нашим партнерам, совместно с парком высоких технологий BTCA мы это организовываем. Также в целом, если говорить о цифрах, мы повезли около 40 руководителей IT-компаний, а некоторые из них стартапы, некоторые из них аутсорс-компании, которые разрабатывают сервисы для различных компаний. И все прошло на хорошем уровне. В Нью-Йорке такое проводится впервые. Кыргызстан взял на себя инициативу объединения, это очень вдохновляет. Мы также увидели со стороны Казахстана и Узбекистана, что они готовы объединяться, что бизнес уже созрел, уже хочет сотрудничать. Даже были какие-то договоренности между кыргызстанцами, узбекистанцами, казахстанцами, между собой уже какие-то там контракты сотрудничества делать. Мы изучаем, как Украина, Беларусь, Армения по стартапам, Индия, да, как они сделали себе имя, IT-имидж, и мы идем по их стопам. В их случае роль диаспоры она была очень большой. В этот раз тоже очень много кто из диаспоры нам помогал, и наша цель совместно с диаспорой с этих 3 стран продвигать, потому что они там живут, они их уважают, их знают, они очень на высоких должностях и уже имеют сеть своих связей. Это была программа Capital. На следующей неделе мы расскажем, что нового в мире финансов, рынков, бизнеса. Всего вам доброго!